Дорогие зрители, всем доброй ночи, доброе утро. Громко говорить не могу. Сзади Леха храпит. Подъезжаем к Улан-Удэ уже. Время у нас дома 1:30 ночи. Здесь получается, что у нас 3:30. Идем нон-стопом, как с дома вышли, так без остановок и шпарим. Быстрее работать, начинать, чтобы успевать домой вернуться до конца месяца опять. Месяц гонок получается. Как и говорили, 2 водителя должны ездить без остановки. Блин, вот кто-то говорил, попробуйте. В плане того, что на ходу спать-то неудобно. Трясет, это ладно, сейчас более-менее здесь ровная дорожка, можно поспать, а дальше-то не получится. Нифига, толком не выспаться. До начала работы нам осталось 1480 километров. До окончания работы нам осталось 2800 километров. Рейс нам выпал снова на город Якутск, точнее сказать, Нижний Быстьях. Через речку в этот раз не надо переезжать. Работать начинаем с Ерофея Павловича и проехали по деревням Ерофей Павлович, Тында, Алдан, Томот, поселок Майя и Нижний Быстьях. Надеемся это все дней за 5 развести весь товар, раздать. То есть завтра еще день едем. Сегодня у нас уже среда, можно сказать. Да, наступила среда, то есть у нас среда и ночь осталась. На 1500 километров. Как бы навигатор пишет в 5 часов утра прибытие. Ё-моё. Так. Где-то камера же 40, по-моему, должна быть. По-моему, опять попался на нее. Домой ехал, здесь штраф поймал на 40. Ходу дела снова сейчас заболтался, поймал штраф. Ну ладно. Бывает 250 рублей минус касса семейного бюджета. Надо заказывать новые уплотнители на стекла. Вот слышно даже. Тихонечко. Шумновато. И все-таки я решил, когда придет лето, если присмотреться, видите, белые пятна на стекле есть. Разводы, так скажем. Но от них уже никуда не деться. Просто хотя бы пройтись герметиком по стеклу. Вот сейчас, когда подсохнет, все высохнет, чтобы не потело оно заново. То есть сейчас каждый раз, когда солнышко, стекло внутри начинает потеть и ручьи бегут. Хотя бы от этого избавиться, чтобы, ну, сейчас будет, да, грязь. Чтобы полностью это сделать, это его разобрать надо, промыть, прочистить и заново собирать. Но такого штапика, так скажем, да, русски говоря, профессиональным языком, я сейчас не помню, как это называется. То есть между стекол проставка вот идет, это алюминиевая с дырочками. Вот такой тоненькой нету у нас в России на заводах. А новое заказывать правое стекло, оно стоит, наверное, $1 000 000 по нынешним ценам. Так, что у нас? ДВЛД здесь чуть-чуть. Ребят, отвечу на комментарий. Да, я знаю, что Томот — это республика Саха. Ну так вот, по поводу, что в Томоте, говорю, едем в Якутию. Согласен полностью, что говорю неправильно. То есть еду не в Якутию, а едем в город Якутск надо. То есть если говоришь, говорить надо правильно. Абсолютно, ребят, буду с вами согласен. Спасибо, что поправляли. Короче, что поправили. В каких-то моментах исправляюсь. Да, привык говорить, еду в Якутию. Не в Якутск, а в Якутию.
Надо, да, правильно называть населенные пункты конечные. Ох, к сожалению, материал, когда я возвращался домой, когда Леха улетал на самолете, возвращаясь домой, не сохранился, перекидывал с телефона на телефон, и как бы материал был утерян. То есть домой мы вернулись с небольшими приключениями. У нас там получилось то, что заклинило суппорт. В Новосибирске пришлось снимать одно колесо и уже подвешивать полностью, глушить подушку, подвешивать ось и до дома ехать, потому что звездочки, которые идут сзади на суппорте, блин, достался мне прицеп без этих звездочек. А летом менял колодки, была одна звездочка у меня, начал разводить колодки и сломал ее. Сделал себе головку, на головку наварил эту звездочку, чтобы можно было уже без каких-либо проблем это развести. Но забыл, что в сервисе мне приварили на средний квадрат. То есть маленький квадрат трещотки, большой квадрат трещотка. Не помню в дюймах, как там правильно говорится. А есть у них еще средний квадрат. И вот мне головку приварили с средним квадратом. Когда приварили, думаю, ладно, домой приеду, схожу в магазин инструмента и куплю переходник со среднего на большой квадрат. Правильно думаете, сходил, купил. Летом дело было, так и не купил нифига. Сейчас хочу себя побаловать, заказал себе набор ключей на 23 февраля. Вот когда придет, откроем, посмотрим, что там за наборчик все-таки. Да, китайский будет набор, с Китая приедет. Вот там что-то 150, по-моему, если не соврать, или 151 элемент идет в наборе. То есть наборы, в которых идут молотки, плоскогубцы, отвертки, я не считаю правильными. Вот именно, чтобы были спецключи, вот это все надо. Потому что молоток, плоскогубцы, отвертки спокойно можно отдельно вне набора купить. И более хорошие, более качественные, те, которые тебе надо. Вот Лехе, кстати, везет. Он спокойно может ночью ехать и дрыхнуть. Как бы на этой тряске. Как бы стараемся потише, помедленнее ехать. Местами 60, 50, 40. На кочках, чтобы сильно не трясло на спальнике. Но все равно трясет, дай боже. В поезде, можно сказать, едешь без трясучки. Вот, кимарит нормально, как бы. Вот у меня только нифига не получается. Уснуть не могу так, слегка кимарю, просыпаюсь каждые полчаса-час. Толком не высыпаешься, так что кто там говорит, два водителя надо без остановки шпарить. Ребят, welcome, приходите, покажем вам. Или, точнее сказать, вы приходите, покажете нам, как без остановки ездить, высыпаться и отдыхать. Усталость скапливается очень бешеными темпами в эти моменты в организме. Это не есть хорошо и правильно, все равно как бы спать надо. Вот, остановился, встал, стой, отдыхай, спи, наслаждайся, ждайся отдыха. А не то, что вправо-влево машину болтает, ты по спальнику тормозишь, тебя вперед, разгоняешься, тебя назад. Это не отдых, это, так сказать, небольшое извращение над собой и своим организмом. Ну, приняли мы такое решение, то есть это не работодатель нас погнал, мы приняли такое решение, чтобы пока вдвоем можно было чуть-чуть побыстрее отработаться, и чтобы обратно Леха ехал спокойно, сильно не напрягаясь. То есть километров по 700 в день проходил, ему было комфортно ехать. Приходится нам сейчас чуть-чуть здесь ускоряться. Сегодня получается воскресенье, понедельник, вторник, сегодня уже среда, 4-й день в дороге мы. Надеемся, к утру приедем в Ерофей. За 4 дня, ну, вот к среде утром выехали, в воскресенье днем, к среде утром 4000 километров проехали. Сейчас попробую навести. 3992 километра у нас вышло.
неплохо. Если завтра четверг мы приедем и начнем работать, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, нифига себе, 1300 километров у нас выйдет за 6 дней, за 5 дней работы. Тут за 4 дня 5000 километров, а там 1400 за 6 дней. Ну, такая специфика работы, и ничего не поделаешь. То есть в каждом городе и деревне будем стоять в течение дня, раздавать заказы интернет покупателям. Потом мы Леху оставим в гостях и сами на самолет домой. Леха или в Благовещенск также на погрузку, как я в том рейсе, или в Читу, где найдется загрузка, туда поедет. Ну что, ребят, вот и здравствуй, прекрасный город Улан-Удэ. Небольшой факт о Улан-Удэ. Год назад, вон он, кстати, светится, вот точечки желтенькие, это все вот Улан-Удэ светится вдали. Сейчас попробую приблизить его. Все, вон туда уходит. Тоже растянулся он, как Волгоград. Прекрасный город. Так, камеру настроить. Небольшой факт о Улан-Удэ, вон он. Год назад, когда сцепление сломалось у нас на 903, нас притащили обратно, мы в гостинку заселились в центре. По-моему, Бурятия называется она. Ну, сейчас неважно, как называется, не помню. Голова Ленина стоит, памятник. То есть обычно все привыкли же памятник в полный рост, все там с поднятой рукой. А здесь чисто голова. Так самое интересное можете загуглить. Но я постараюсь, если не забуду, вставить фотографию сюда памятника. 7,5 метров что-то высота одной головы только. Плюс еще 6 метров высота, получается, постамента. Так это, извините, почти уже там 7,7, по-моему, голова и 6,3 постамент. Так это 14 метров высота памятника. Не слабо одной головы. Ну да. Так что есть в Улан-Удэ чему гордиться. Нету больше. Это в мире она самая большая голова. То есть из бронзы полностью. Везде над городом дымка стоит. Это из-за того, что все пользуются печным отоплением. То есть здесь дорога идет вдоль частного сектора. У всех дым из труб валит. С погодой нам, кстати, ребят, очень сильно повезло в этом рейсе. У нас будут не аномальные холода. Более-менее тепло будет. Минус 20, 30. Ночами будет там ближе к 40 подходить. А так днем вообще красота будет. И только работать. В Томоте, кстати, вот там комментарий был, что встретиться хотел человек поболтать из Томота. В Томоте мы будем в понедельник выгружаться. Если все хорошо, пойдет по плану. Будем в понедельник в Томоте. По поводу аномальных холодов. Кто-то писал, говорил, да у нас в Питере, там, да вот в Питере, да вот в Питере. Наши 10 градусов, как ваши 60. Ребята, вы ответьте вот с Питера, да? Не именно это питерцы писали, а так разные могли писать. В Питере минус 10. Да, согласен, ощущается холодно, потому что ветер плюс влажность бешеная. А вы в минус 10 тоже машину накрываете портативным гаражом? Их, по-моему, Наташа называют эти портативные гаражи, накидки. И у вас автозапуск там работает каждые 2-3 часа. Или машину вообще не глушите. Тоже вы так делаете в Питере? Или в центральной части России? Нет, нифига. У вас также при минус 64 вся машина скрипит и не хочет ехать. Ты убираешь ногу с педали газа, машина останавливается. Потому что и масло, и все остальное замерзшее в машине. Она даже разогреться, стать жидким нормально не может. Да, согласен. Советские водители — это плод мужества,
помощи, взаимопомощи. Это все то, чему стоит поучиться нынешнему племени, да, так сказать, стихами заговорим. Не то, что раньше люди были. Не чита нынешнее племя. Кто помнит, из какого стихотворения эти строки? Да, тогда была взаимовыручка. Ну, это вообще можно часами на эту тему выгольствовать, разговаривать. А не про белые носочки, как кто-то говорит. Лайфхаки, они всю жизнь были, есть и будут. Многие написаны кровью, потом, слезами. Ну что, да, для меня это было, так сказать, аномальные холода, минус 60. Первый раз в таких холодах оказался. Сейчас посмотрим. Есть у нас здесь в 4:30 утра на Роснефти колеечка на заправку или нет, и заедем, сейчас заправимся. А не то здесь спокойно, даже может быть в 5 утра очередь на заправку. По поводу верхнего ламбрикена, тряпки в кавычках, как ее некоторые назвали, не спорю, да, большая, уменьшить хочу ее, ну, на сантиметров 5 вот обрезать и повыше сделать, чтобы она так низко не висела. Так, Роснефть, что у нас? Левый поворотник. Заскочим, заправимся по ходу дела. Блин, да ладно. Да ё-моё. Две машины стоит, не буду заезжать, заправляться. Дальше там у Шабири будет заправка ННК, ТНК или ННК. Или ТНК, как они тут правильно называются. Они, по идее, на Востоке здесь называют по-своему Альянс. То есть не то, что там написано ННК, заправка Альянс. Их называют на Альянсе, заправимся. Вот, по поводу ламбрикена, возвращаясь обратно. Да, хочу его подрезать сантиметров на 5. Чтобы он повыше был, чтобы вот эти хвостики не так сильно мешались. Они, да, чуть-чуть мешаются. И будет тогда по фэншую прекрасно сделано. Кстати, кто не заметил, чего, ребят, не хватает, ну-ка внимательно напишите в комментариях, почему не хватает и почему ее не стало. В следующем ролике скажу. Ну что, ребят, на этой нотке буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо большое, кто подписался, кто смотрит, кто пишет комментарии. Хочу извиниться за то, что ролик получился у нас, так сказать, ночной. Только ночью. Блин, ну смены, вот мы едем, да, 3 дня, у меня смены выпадают ночью. Леху, так сказать, бережем. Пусть пацан ночами отдыхает, спит, высыпается, работает как белый человек днем, а я днем сплю. То есть, ну реально, голова вот всю ночь проедешь так, но все равно с передышками, с остановками, да, там чаю, кофе попить. Но все равно утром как-то уже тяжело говорить, разговаривать, что-то записывать. Охота лечь и поспать. Хоть немножко отдохнуть. Ну ничего, сегодня день, надеюсь, сегодня ночью, когда приедем в Ерофей, уже заглушим мотор и будем спать в настоящей машине, отдыхать. Можно, конечно, да, там на день сейчас взять и сказать, да, на день перенесу графики, там на день позже начну работать и спокойно отоспаться, не мучить ни себя, ни напарника. Ну, приняли мы такое решение, чтобы назад Леха ехал спокойно, то есть, потому что если даже во вторник мы закончим, он сразу поедет, чтобы в пятницу, к примеру, в Благовещенске загрузиться. А если в среду закончим, он, получается, в четверг-пятницу едет, и суббота-воскресенье будет стоять, ждать погрузки на понедельник. А так он загрузится хоть субботу-воскресенье, даже понемножку, ну, 1200-1300 за 2 дня пройдет. То есть это не маленький, так сказать, плюс вклад. Это что, почти до Читы, там
1400 от Благовещенска до Читы. Ну вот до Читы дойдет. То есть или в понедельник он будет еще в Благовещенске, или уже где-нибудь в Чите. То есть спокойно будет ехать, не напрягаясь. Ну все, ребят, всем спасибо за просмотр ролика. До новых встреч. Дальше будет интереснее. Будем стараться, да, не будем болтать там, да, кто что, какой чай, кофе попил, во сколько проснулся, во сколько лег спать. Поменьше там, 2-3 ролика, да, буду стараться, вот хочу сделать, просто в традицию вести. То есть сейчас пока не получается, но в традицию вести там понедельник, пятница, вот 2 ролика в неделю. Сейчас пока закончим, роликов будет мало, потому что, ладно, это я потом в следующем расскажу. Что-то я наболтал уже ролик, наверное, минут на 20 это получается у нас. Так сказать, соскучился по общению с вами. Охота чем-то поделиться, что-то рассказать, какая-то мысля приходит в голову. Рассказываешь, объясняешь. Так что, ребят, спасибо еще раз вам всем вместе и каждому отдельно взятому человеку, кто смотрит, кто ставит пальцы вверх, пальцы вниз, кто ставит, тоже спасибо. Это также приятно, потому что ты не поленился, навел курсор мышки и нажал. Спасибо за хорошие комментарии, спасибо за нехорошие комментарии, которые там отдельно на рассмотрение улетают. Всем, короче, добра, удачи и до новых встреч.